Вот это доброе утро называется. 10 градусов. 21 июля. Шапка на всякий случай. Здесь, значит, идет у нас испытание новых пружин. Посмотрим, как они себя ведут. Это еще не все. Да. Подсел автомобиль-то ощутимо. Как думаешь, Макс, сколько килограмм загружено? 500, наверное. Пошли первые виды. Мы едем отдыхать на север. Да, все на юг, а мы на север. Ну да, потому что на севере теплее. Чуть не забыли шланги от бака, от лодки. Вовремя прям Максим в последний момент увидел просто, да, Максим? Угу. Иначе мы бы не знаю, что тебе сделали бы. Угу. Ремонтируются люди. Да. Здесь все вот так вот, короче. Так, да. Я в плацкарте на боковушке. Купейные все разобрали места, поэтому как-то так. Вот балуемся тут плюшками. Муфлоны. Кукурузки китайские. Машинка идет как утюг. Двигаемся, да, Максим? Вместо грейдера бульдозер. Ой, ой, как же это тут. Вытирай лицо. Эксперимент. Чё ты, вылазь оттуда? Как ты? Или ты так нормально тебе? Это как вообще там? Вот учитесь. Стекло-то холодное, Данил. Решили проэкспериментировать. Как вот теперь? Ужас. Это ж все перевал Ивота. Так он и называется. Здесь нет, здесь. Температура 10 градусов на перевале. А тут всегда, наверное, холодно. Прохладненько, да? Ну вот когда жара, прям жара, здесь, когда 30 на улице, здесь 24. Пошел подъем. Вот грузовики его вот так вот Промасложор. делают. Буксуется так. Тут снег, лед будет лежать все лето. Да, там тоже дождь, смотри-ка. Отлично. Ну это сейчас еще, да. Но все равно прогалы есть. Вон, Алман, вон там. Вон туда несется. Проехали 130 километров.
перевал Тит, это половина дороги до Алдана. Еще 130 и Алдан будет. Ждем асфальт. Да, он через 2 километра. Вот и город-герой Алдан. Кафешки, кафешки. Просто с этого сбруса пиленого собранную. Ух ты, интересный аппарат. Так, что у нас там по курсу? Якутск 527. Держим путь туда. Заканчивается главная дорога, федеральная трасса в Алдане. Знаки, уступи дорогу. Все на свете. Стоп вообще. И вот главная дорога идет. Понимаете? Вот она. А, не наша, справа а вот налево. Главная дорога идет. Справа налево. Интересно. Город, где Такого не нет, играл. нет нигде, Да, наверное, да. такого. Ну, в Алдане есть. Вот ЖД вокзал алданский. Ничего, симпатичный маленький вокзальчик. Ну да, такой. Шикарнейший. Кто? Лес. Шикарно. Да, тут уже преобладают как бы. У нас хвоя только, а здесь уже перемешку идет смешанный лес. Хвойный с лиственным. И тут видите, там всякие эти. Опять нефтебаза. Это газ мясо. Газ мясо. Цены. Сотый даже есть по 70. Сотый. Скоро Кто на нем ездит? На сотом бензине. бензин начнет стоить 1 к 1, как октановое число. 92, 92 рубля, Но, 500 и 100. да, да. Дизель 200. Там вот вокзал сейчас будет. И не видно. Я даже не знаю ничего про это. Где-то сейчас будем питаться в какой-то вкусной столовой. Максим сказал пропитываться. Ой, это что это они Саха-Нефтегаз. Это тут закрыли что ли? А ты здесь заправиться хотел, да? Ну вон напротив, наверное, их же заправка просто. Пока тут ремонт. Столовая без названия. Можно окна чуть приоткрыть. Ой, не уснуть бы потом. Нормально. Все будет хорошо. Обед. Горчица ядреная, говорят. Так, вот это все 1085. Вкуснятина. Приятного. Еще попробуем, приятного. Вот столько гарнира у Данюшки под отбивной. Это тарелка просто У маленькая. Максима столько же макарон. Я это увидела, попросила половинку гречки. Нормально. Хорошая столовка. Вкусно.
Цены нормальные. Да, С 12 до 6 она работает. воскресенье выходной. Это вот получается, объясни, Максим, как проезжаешь автомагазин, найти заправку, да, и налево. На Синегорье с ворот и потом до упора по дороге в Томот не поворачиваем. Дальше чуть проезжаем. Следующий поворот налево. Вот тут строят мостик будет. У них же тут целый этот будет. Это же пешеходные мосты тут будут. Да, вот мимо этих вот проезжаете построечек. И все. Запитываетесь, как говорит Данила, да, Дань? Вот отсюда мы как-то, да, Максим? Да. Отправлялись в поход. Река Алдан. А мы продолжаем свое путешествие. По бескрайним просторам Южной Якутии пока еще Южная Якутия. Красиво, ели на берегу. Тут эта вода большая еще, я вам скажу. Обычно тут просто чульманка. Да? Да? Вон рыбу ловит кто-то. Ловят тут Ой, постоянно. с дорогой это что-то. А с дорогой тут что-то вот соединение такое на мосту здесь. Говорят, красивые места здесь. Да. Нам где? Ну она вся вон меликовая такая, тут на винте негде шуршать. Тут чисто водомет. И поехали. Город-герой Улу попался нам по пути. Здесь взгоды, невзгоды переживали в свое время. Дальнобойные. Тут бокс вот там справа есть. ДСР называется. Вот там мы перегружались. Морозы тут. Когда тут Дубарь, тут очень холодно. Сломался? Всегда. Не я. Санька грузовик сломался. И вот у нас непоколебимый водитель. Ему каждая кочка. Ну вот тут надо было тормозить, тормознуть нам. Мы бы размялись, вот водичку бы нашли. Нет. А раньше было написано УЛУ с двумя буквами Л. А сейчас просто УЛУ. Кто знает почему, пишите в комментариях. Мы бы вот с удовольствием бы узнали. Но я 100% говорю, что было 2 Л. Вот. Красная стоянка. Вот напротив какого кафе. Заимка. Вот тут местные жители сидят на лавочке. Чё, как те местные жители? Неразговорчивые? Вот такой вот дизайн. Крепко стоят на своем. А чё, классно? Да, даже нога на ногу у него, представляешь? Глаза-то все равно в разные стороны. Ну, бывает, чё ж. На морозе посиди тут. Что улыбаешься, что нет, что то. Вот они. Я их на видео снимаю. Я так счастлив! О, смотри, там дровница какая. Да, цветов смотри сколько. Это мы доехали до Улу. Потерялся колпачок с колеса. Все, Макс услышал, как он блымкнул. Пошел искать, но нигде его нет. Тем временем уже 6 часов. Опоздаем на паром, будем ночевать в Качекацах. Тут осталось-то нам чуть-чуть совсем. Прям немножечко. Километров 40, может. Ура! Мы приближаемся к намеченной точке. У кого-то уже болят колени. Уже немножечко устали все.
лес классный. Травка и деревья. Кустов никаких нету почти. Вот. Что-то больше похоже на правду. И вот они стоят, ждут. Сейчас спросим, где там вон один пришел, блядь, уже. Ну и вон да, еще один идет. Едем на переправу. Дорога, конечно. Ну вот мы добрались до Лены. Паром только недавно ушел. Так что ждем следующий. Тут вот так вот все. Данилу хорошо. Да, Данил? Угу. Плюшки точат. Проголодался. Тут сказали, какие-то паромы легковушки берут, какие-то не берут. Короче, пока ничего не ясно. Подъехал наш паромчик. Вот так вот люди тут живут. Туда-сюда на корабликах ходят. Хоть бы обозначение какое-то было, говорю. Направо, налево, переправа, указатели. Ничего. Да, Максим? Ну ты рад? Очень. Что теперь мы без колпачков будем ездить. На той стороне Максоголов. Дараба, привет, Минатым Коркин Айсен, Устата Олорор Игнатьева Марина. Есть контакт. Ой, сколько мы уже стоим, Максим? Время 7:30. Мы стоим, ну, минут 40 точно мы стоим. Сказали ждать. Мы ждем. Погодка хорошая. Началась погрузка задним ходом. Все развернулись. Ой, теперь ждем, когда паром заполнится. Вот все встали по краешкам, по бокам. Середина пустая. Хочется кушать, отдыхать. Да, Максим? Нам 100 километров еще пилякать. 20:05. 9 час. Да. Я думаю, что нам не час пилякать, а больше. А мы все ждем отправления. Не хватает автомобилей. Даже головная боль у меня началась аж. Хочу уже есть и отдыхать. Максим у нас на лодке сегодня будет спать. Будем проводить XP. А, просто возле палатки бросим тебя на земле. Эксперимент будем проводить. Что-то никто не едет больше, не хотят на пароме ехать. На том берегу Максоголох.
город. А потом нам вот туда, да? Туда, вот в ту сторону. Да, 100 километров. 100 километров. В навигаторе дорога что-то в основном серым цветом указана там весь маршрут. Это значит будет весело. Теперь надо вернуться в автомобиль. А мы уже 1,5 часа ждем, когда у нас тут приедет кто-то. Но Ой, закат какой. Ой, наконец-то. Такие выходные. но Тем временем солнышко село. 20:57. Вечерело. Смеркалось. Вот на таком крутом берегу стоит Махсоголовка. Представляете? Город-герой. Вот про эти мешки Уссурийск цемент рассказывали. В Китае сейчас это модные сумки у девушек. Они сделали брендовые сумки с него, с этих мешков. С вот этим тигром. И теперь это последний писк моды там у них. Вот так вот. Все заняты причаливанием. Паркуемся. Скала вообще обалденная просто. Как будто ее просто взяли и вот так шк-шк-шк стесали ножичком. Здорово, интересно так. Сейчас куда-то мы, наверное, по берегу вот туда будем выезжать на дорогу. Ты все-таки окно не закрываешь, да? Тут, по-моему, от катера еще вот этого, от буксира. Нет, это вот колхида завелась. Ой, ужас. Дышать нечем. Что-то кто налево, кто направо. Ага, куда ехать-то? Надо в последнюю выехать, у него спросить. Так а нам что, нам если Макса глухнул направо? Блядь, там такой спуск, ребята. Что, нам выйти? Да, кто направо, кто налево. Помогают еще. Выехать, все регулируют. Эти мужики уже устали, домой хотят. О! Ой-ой-ой. Не выдумываешь. А тут... Конечно, я говорю ему, вот сразу пришел. Ура! Ну вот, а Макс переживал, ему, видишь, уголок хороший сделали, спуск. Давай, все, пошел. Пошел, тоже застрянешься. Какая скала. Вообще потрясающая. Как красиво. А что с нами на Ленских столбах, ребята, тогда будет? Если мы скалу эту увидели, уже все, у нас тут впечатлений столько. Надо еще хлеба нам докупить и водички, если еще работают магазины, время 9 часов. Вот такой выезд с парома.
Как пахнет травами, цветами. Красота. На камеру непонятно же, что это подъем. Как бы. Даже если вот так вот снять. Хлеб искали. Мы искали хлеб. Пиво Якутск, Иркутск, Хабаровск в основном. Нашли производные из хлеба. Да, придется без хлеба. Мы в Максагалохе. Ищем хлеб, как обычно. Дома не взяли сразу 5 булок. А все уже закрыто. Только пивной магазин был открыт. Поэтому, ну... Такой вот городок. А вот 24 часа солнечная туймада какая-то мы проехали. Здесь тоже все закрыто уже. Да? Куча вон копейки какая-то вот. А, ну давай в копейку. О, открыт, ага, продуктовый какой-то. Не знаю, 92-го, знаете. 62,50 уже. Там. А если нет, Макс? Цвет молнии зависит от атмосферы и ее состава. Пыль, капли дождя, снег или град. Так, я пока сниму обзор. Хлебушек. Мультисит. Диетический. 89 рублей. Такой прям небольшой хлебушек. Дальше. Последняя булка серого. 55 рублей. Заправок. А я вот вам говорю, что Посмотри, Данил, у тебя же включено все. такой закат красивый. Титары называется, заправка там есть. Может, остановимся пока здесь вот на заправочке. Тут кофе, наверное, есть в стаканчиках в этом, заварной. Титары 88. Месяца, согласно статистике, погибает Это вот тракт. россиян. И что за общей мировой статистики, то каждую секунду по поверхности Земли бьет сотня. Потому что я хотела сказать, что без хлеба-то можно колбасу на сало ложить, а без бензина ничего Вероятность поражения не придумаешь. составляет примерно 1 к 600 тысяч. При этом примерно Трасса треть на Ленске, я пострадавших думаю, есть там погибает всё, да? на месте, а выжившие получают серьезные повреждения. И тем не менее, это значит... Груженый тоже едет, корова там тоже лежит на дороге. Туманчик сгущается. Скоро ночь. Мы все еще едем. На улице, конечно, красиво, если бы не дорога такая плохая. Все тихо. Со звуком они даже это все делают. Они берут там. Лошадки. Смотри, придут что-то. Не-не, она же, видишь, его отводит в сторону. Блин, я даже их не рассмотрела толком. Дорога в Ленск. Это до Ленска дорога. Мы едем в Титары, 88 километров до него. А вообще это трасса на Ленск. 900 километров, товарищи.
Вот по такой дороге, я думаю, что вся дорога такая. Я Да не, нет, не вся. я не думаю, что там асфальт дальше где-то есть. Да есть, везде там асфальт. Написано же, что реконструкция. Видишь, вот бульдозера стоят. Все тут работает. Ну ладно. Вон экскаватор. Сделают. А как у тебя панорама включается? Еще? Стрекозы летают. Какое живописное болото, а? Птички. Сильно крупно на фоне это. Я-то думаю, ну да, нормально, в принципе. Просто это Как нормально. красиво. Не, я хотел подальше, чтобы... Вообще совершенно другая Якутия. Вообще. Пожалуйста, асфальт. Мы до асфальта доехали. И даже фонари какие-то появились. Так что надежда есть, что чуть-чуть побыстрее сейчас поедем. Время 22:52. Ух ты, вон Лену видно. Если на камеру видно. Вообще без света. Любимый, да? Обалдеть. Еще один на аварийках. Третья машина уже. Дорога, конечно, ну вообще это просто. Это еще вот нормальная. Сейчас мы проезжали, я не сняла, там просто жесть. Тоже колесо, наверное. Ну, там вообще порвало куртку. Глина со скальником. Макс вышел с машины, чуть не уехал. На своих двоих. Чуть не отъехал от автомобиля. Скользко. Да уже то ли светает, то ли еще не стемнело до конца. 12 час. Уже что-то похожее на трассу федеральную. Грязюка здесь, конечно, обалденная. Знатная грязюка. Глина. Жишка. Да это уже не жишка, это пластилин. Да, это пластилин такой с камушками, тут, со всеми присадками. И с подливом. Да, ну нормально. Что, едем потихонечку. Окно открой, оно будет сидеть. Да ну стой. Ну через окно. Совушка. Ура, мы приехали! Ура! Теперь бы только узнать, как еще к воде куда мы спуститься. приехали вообще? Ой, ну наконец-то мы разместились, поставили палаточку, Тут духотища от этой плитки кошмарная. заварили лапшу. Ну пойдемте на улицу. На улице. Данюха режет сало, там комарики. Можно, не знаю, дверь открыть, потом комаров травануть. Так, лапша с тушенкой. Кстати, у нас будет битва тушенки, но попозже, наверное, завтра. Вот. Тут будет матрас, Максим будет спать на полу. Сегодня будет эксперимент. Все, сейчас мы срочно хотим все есть. Просто умираем с голоду. Ну, как всегда, это наша бузная, скажем так, в которой мало места. Сегодня это балаган. Тихо, тихо. Что делается? Максим Александрович. Да я ж любя, это ж родное мое. Он выращенное. Недавно видео смотрели. Что я с ним только не делал. И купал, и и там слов нету. Одни эти бульбы.
вишневочку употребляет. Собственного производства. Вот так вот. А мы тут пивом давимся. Так, как бы мне теперь выпить Иркутским. руки. Не успели выпить по второй, как Все мошки налетели. звук слышите все, да? О, манго. Сейчас Ирина Александровна нам нальет попробовать. Вы ж пиво пьете. Не, ну вы вот вообще вот как это, женщина, у нее рот Берется поворачивается. 3-литровая банка вишни Из нее делается 2-литровая. замороженной. Заливается водкой, туда 300 грамм сахара и на 1,5 месяца ставится. Все. 1,5 месяца самое главное. Вот это, да. Вкуснейшая. Выдержать 1,5 месяца надо. Ходить, смотреть на эту банку, блин. И ждать, когда она там. Это да, некоторые по 2 месяца держат. Пошел дождик, в общем. Ну такой легкий, мы по прогнозам он как бы и должен быть. Прям мы успели. Чтоб нам вовремя. спалось хорошо. Машина заодно сейчас обмоется вся от этого никотина, назовем его так, под конец, который был. Ну все, мы дальше пьем, закусываем. Вот, наливают. Ура, товарищи. Ура! Ура! Вообще, кстати, мы первый раз на Лене. Я первый раз на пароме каталась. И Она каталась на пароме. побывала на пароме. У меня уже впечатлений полно. Что скажет Данил? Мы еще в путешествие не отправились, уже мне нравится. Я пока только очень сильно устал. Ну, потому что ему ножки девать некуда, автомобиль не под него. Вот и дождь закончился. С этим тостом мы и... Ну, рекламная пауза, короче. Два часа ночи. Светлынь, как днем уже. Народ подъезжает. Ночь. Вот это ночь. Там домики уже стоят, дома. Здрасте. Здорово. Поговорить надо. По поводу.